Дагестанцы о Зелимхане. Сокол вершин Кавказа в песнях дагестанских народов. Среди андийцев и аварцев существовало достаточно легенд и стихов, воспевающих известного на Кавказе абрека Зелимхана Гушмазукаева из чеченского села Харачой. Народная любовь, в том числе горцев Дагестана, к этому Робин Гуду отразилась и в их фольклоре. Известен случай, когда командующий сотней дагестанского полка Зайнудин Данагуев в составе отряда из 2000 солдат под руководством Андроникова охотились на абрека. Награда за его голову была назначена 18 тысяч рублей. В результате Зайнудин Данагуев получил ранение, а Андроников был убит пулей абрека. Зайнудин захватил семью Зелимхана в плен. Семья Зелимхана обитала высоко в горах во временной хижине. Отряд обнаружил семью и захватил ее. Рассказывают, что жена Зелимхана Битцы при пленении ответила: «Это небольшое дело, что нас взяли. Мы женщины и мы дети. Попробуйте взять Зелимхана». Воодушевленный даже таким результатом, Зайнудин Данагуев обратился к известному среди аварцев знатоку родного языка и фольклора, ученому-арабисту Эласул Магомеду из Черкея, и потребовал, чтобы его геройские действия были воспеты в стихах. Вынужденный взяться за перо поэт сложил стихотворение «Зелимхан Квези Индал» на поимку Зелимхана. В душе сочувствовавший Зелимхану, поэт создал стихотворение, в целом прославляющее не начальника сотни, а наоборот, героя абрека Харачоевского Зелимхана. В других случаях контраста выступают еще резче. Каратель Зайнудин Данагуев выставляется народными сказителями в уничижительном и сатирическом образе. Говорят, в чеченских лесах объявился лев. За умерщвление львят он встал на газоват. Говорят, в тесном ущелье обитает зверь. Носящих крест он заставляет бледнеть. В скальных пещерах устроив ночлег. Жирный дракон таится внутри. Вывести его наружу клянутся враги. Автор сначала выражает свое отношение к Зелимхану, он восхищен его стойкостью и героизмом, а затем показывает абрека непосредственно в действии. Сыплются пули, словно с неба град. Но от пули грудь не отворачивает он. И когда с выстрелами налетели на него, встал он во весь рост с берданкой в руках. С одного выстрела двое легли. Вторым же выстрелом он ранил троих. Каждого появившегося настигала смерть. Рассеял он войско, пустив град пуль. Ни единая душа не смогла подойти. Начальник угрожает, но не внемлет герой. Сокол вершин от угрозы духом не ослабел. Коль выдадите семью, оставлю вражду. Если нет, до смерти я буду воевать.